В микрорайоне Марха в Якутске жители дома по улице Якова Петерса жалуются на постоянный шум и крики из следственного изолятора. Здание СИЗО расположено в шаговой близости от дома граждан. Как сильно мешает это людям, почему не принимаются меры? Репортаж Саргаланы Федоровой. На днях Дашку загонил на имя дяди. И так каждый день с 6 часов вечера и до самого утра. Здесь про закон о тишине никто не слышал. Следственный изолятор расположен в 50 метрах от дома. Сейчас 10 часов утра, пока тихо, но местами слышны крики. Как только наступает вечер, начинается наплыв желающих пообщаться, покричать с друзьями. Они приходят и стоят прямо здесь, на теплотрассе. За окном следственный изолятор. Из кухни Наталья смотрит на высокий забор. Жильцы вечером не выходят без особой надобности во двор. Наталья теперь наизусть знает, кто и за что сидит, у кого из заключенных какие проблемы. Получается, сейчас подходит человек и кричит: «Ты где? В какой камере?» Он говорит номер, он подходит ближе и просто уже вот, как мы с вами, так и разговаривают. Непрошенные гости часто перекрикивают телевизор в доме. Отчаявшиеся жильцы несколько раз звонили в дежурную часть изолятора. Но все безрезультатно. Было такое, что просто ложили трубку. Решайте свои проблемы сами, получается. Года 2-3, наверное, уже началось это все, когда поставили новый забор. Вот здание возвели и поставили забор. И началось у нас, как в санатории сюда ходят. Свидания в СИЗО предусмотрены несколько раз в неделю. Но, видимо, некоторые считают, что легче подойти к ограждению и полчаса поорать. Администрация СИЗО не работает. В каком смысле не работает? Обхода не делать. Раньше каждый раз патрульные ходили вокруг забора, когда этого забора не было, и здания этого не было. Всегда с собаками, все такое подобное. Ходили, проверяли каждые 2 часа. Сейчас они загородились, а мы остались. Тут прямо подъезжают от машины вот сюда. Почему администрация следственного изолятора не реагирует на многочисленные жалобы местных жителей? Когда прекратятся ночные переклички с заключенными? На эти вопросы Якутия-24 попросит ответить руководство режимного объекта. Редакция готовит запрос. Саргалана Федорова, Павел Пахомов, Якутск.